Алгельс ТВ представляет. Итак, Лолита в Якутске. Мы находимся сейчас в Театре оперы и балета на ее репетиции перед предстоящим концертом. Какое первое мое впечатление? Ну, собственно, пока еще никакого. Единственное, что мне она казалась гораздо выше ростом. А какая она в общении, я пока еще не знаю. Мне еще предстоит с ней пообщаться. Ты спешил как мог, верю, что ты не одинок. Счастье порой приходит и уходит так легко, свободно и легко. Знаешь, жизнь особый дар, веришь, любовь воздушный шар. Завтра мы, может быть, летим далеко. Люби меня, пока я все еще здесь. Люби меня такой, какая есть. И пусть об этом будем знать мы одни, только вы и я. Люби меня, мне это нужно сейчас. Люби сегодня, как в последний раз. Кто знает, что случится с нами в джунглях нового дня. Счастье — это только миг. Смотришь, а ты уже старик. Скоро мы будем только что-то вспоминать. Всего лишь вспоминать. Видишь, за окном темно, время сквозь пальцы утекло. Значит, ты права, нам больше нечего ждать. Нечего ждать. Люби меня, пока я все еще здесь. Люби меня такой, какая есть. Пусть об этом будем знать только мы, лишь Якутск и я. Люби меня, мне это нужно сейчас. Люби сегодня, как в последний раз. Кто знает, что случится с нами в джунглях нового дня. Люби меня, пока я все еще здесь. Люби меня такой, какая есть. Пусть об этом будем знать мы одни, только ты и я. Люби меня, мне это нужно сейчас. Люби сегодня, как в последний раз. Кто знает, что случится с нами в джунглях нового дня. Добрый вечер. Вам привет от моих коллег, которые всегда мечтают побывать на вашей земле, и искреннее вам тепло от всех артистов. Спасибо. Знаете, вот сегодня настолько интеллигентная публика, чем дальше от Москвы, тем публика интеллигентнее и добрее. И не одна я это заметила. Жизнь в городе видна сразу. И я вам могу сказать, что это один из немногих городов нашей большой необъятной страны, именуемой теперь СНГ, где в основном
жены пришли с мужчинами. С мужьями, со своими. И я вам честно скажу, что я этому искренне рада. И, знаете, с другой стороны, я еще раз поняла, что здесь мне ничего не светит. Но, с другой стороны, знаете, на эту тему я не комплексую, потому что в данном случае у каждого своя судьба, у каждого своя дорога. Одним суждено всю жизнь разводиться, другим суждено всю жизнь выходить замуж. И знаете, в этом есть, наверное, зерно жизни, зерно улыбки. И я подумала, сейчас нелепая ситуация лично для меня, потому что по программе я должна спеть одну песню. Песню, которую я люблю. С другой стороны, я понимаю, что к очень умным, красивым, интеллигентным женщинам, живущим в одном единственном браке всю жизнь, эта песня никоим образом относиться не может. Но, тем не менее, давайте отнесемся к ней как к караоке. Припев будем петь все вместе, а я ее все-таки спою. Он меня обожал, под окошками ждал, стать навеки его. Он меня убеждал, что такое любовь, объяснили бы хоть. Это просто душа, заключенная в плоть. И часы на стене, я сижу в тишине и гляжу на цветочки нежно-аленькие. Ах, какие они, ах, какие они, ах, какие они, все-таки маленькие. Ребят, погасите свет, вы мешаете зрителю. Он меня разлюбил, он меня позабыл, он сердечко мое на кусочки разбил. Но зачем мне любовь, объяснили бы хоть. Умирает душа, заключенная в плоть. Бьют часы на стене, я сижу в тишине и гляжу на цветочки нежно-аленькие. Ах, какие они, ах, какие они, ах, какие они, в Москве все маленькие. Да, да, мужчина с кольцом из первого ряда. Вы знаете, он все время смотрит на мои ноги. У вас замечательная жена, она смеется. Незаметно совсем время быстро летит, и другой кавалер под окошком стоит. Снова рвется душа, заключенная в плоть. Только вот для чего, объяснили бы хоть. Бьют часы на стене, я сижу в тишине и гляжу на цветочки нежно-аленькие. Ах, какие они, ах, какие они, ах, какие они, все-таки маленькие. Ах, какие они, ах, какие они, ах, какие они, в Москве все маленькие. Ах, какие они, ах, какие они, ах, какие на Украине, в Таиланде, в Америке, в Израиле, кроме Якутии, все остальные маленькие. У вас есть такие интересные подводки к вашим песням, достаточно с таким хорошим чувством юмора. Вы их сами пишете или как? Конечно, сама. В общем, я когда-то очень сильно удивила Жванецкого Михаила Михайловича. Он думал, что мне кто-то пишет монологи. И это касательно еще старой программы. Он был уверен, что я пользуюсь услугами авторов. И, знаете, для меня была самая сильная похвала в этой жизни от него, потому что он как бы в самом лучшем смысле этого слова и мэтр, и монстр. Да, вот я имею в виду под словом монстр невероятно энергетическую натуру. Человек, который вот забирает под себя весь зал, и зал вот большой удав и маленькие кролики в зале. То есть это хорошее настроение для зрителя и для артиста. Это лучшее, что может быть, такое воздействие. Поэтому он мне даже посвятил одну, как сказать, наверное, уже... Не знаю, у него есть мой адрес, одна такая, это не эпиграмма, это не цитата, но это есть моя характеристика. Я говорил, раньше ты была девушка-надежда, а теперь ты женщина-мечта. И эта характеристика Жванецкого, она, я иногда, когда вот дурю с плохим настроением, я всегда вспоминаю Михаила Михайловича.
вот этого маленького, в смысле роста, очень большого человечища, который меня держит в форме, даже когда я его не вижу годами. Знаете, сейчас бы хотелось спеть одну песню, но прежде чем я ее спою, хотелось бы подойти к мужчине, все время держащим свою голову и показывающим мне свое обручальное кольцо. Вы, да. Простите, пожалуйста. Вы знаете, я хотела бы попросить вас в присутствии супруги застегнуть на мне этот пояс относительной верности. Так, это сбоку, вот здесь. Вы знаете, от того, как быстро вы его застегнете, ваша жена поймет, изменяете вы ей или нет. Сколько лет вы вместе? Мы 2,5 года. 2,5 года. Это много. Вы знаете, он вам не изменяет. Не изменяет, потому что очень долго застегивал. Я благодарю вас. И еще раз я вас благодарю за то, что вы как Надежда. Вы не подпирайте голову, возьмите ее за руку, она только этого и ждет. А я это страстное мексиканское произведение посвящаю всем тем женщинам, которым так же, как и мне, приходилось или приходится искать свое утешение в мексиканских и бразильских сериалах. Южный ветер о моей тоске, что написано кровью на песке. Ой, южный ветер, а красавца дом, что живет в моем сердце до сих пор. Хоть он уже не на этом свете. Все это лапушка любовь, все это лапушка любовь, все это лапушка любовь, лапушка любовь, о, лапушка любовь. Я изнывала счастьем и тоской, но тогда изменил мне с другой. Я не скрывала гнева и огня, но тогда изменил мне опять. И случилось то страшное злодейство. Все это лапушка любовь, все это лапушка любовь, все это лапушка любовь, лапушка любовь, о, лапушка любовь. А сейчас будет то, ради чего я, собственно, и худела еще. С этим трюком евреи могли бы засылать меня к арабам. Приготовились. Получилось! Все это лапушка любовь, 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 мужчины лапушка любовь и женщины лапушка любовь, все вместе лапушка любовь, ловушка любовь, была ловушка любовь, все это лапушка любовь, все это лапушка любовь, все это лапушка любовь,
пожалуйста, ответьте мне, женщины, есть ли хоть одна в этом зале, которая не дома, не на работе, с семейным стажем и с маленьким семейным стажем, ну, в любом виде нашей жизни никогда не удостоилась слова «стерва». А простите, пожалуйста, жена подтверждает, что вас никогда стервой... А? Конечно. А, он не знает. Я думаю, что вы как раз тот самый умный мужчина с чувством юмора, который понимает, что в слове «стерва» нет ничего предосудительного, потому что это периодическое состояние любой женщины. Понимаете, да? Эта песня посвящается всем вам, состоявшимся и будущим стервам. Тебе говорят, друзья, такую любить нельзя, терпеть тебе всех, и дождь такое ты пропадешь, безумно она, грешна не пара тебе, она ее поцелуй, и взгляд погибель твою тая. Пусть говорят, друзья, не настоящие, любить ее нельзя, она пропащая, а ты иди за мной, возьму кромешную, а ты люби меня, такую грешную. Тебе говорят, враги, беги от нее, беги, беги, говорят, кругом покуда не грянул гром, и каркает воронье, скорее забудь ее своей красотой, слепя погубит она тебя. Пусть говорят, друзья, не настоящие, любить ее нельзя, она пропащая, а ты иди за мной, возьму кромешную, а ты люби меня, такую грешную. Посмотрите, какие хорошие люди. Вам подарили мобильный телефон и еще сумочку для вашей жены. Пойдемте, пойдемте. Это же Якутск. Это город добра. Извините. Пусть говорят, друзья, не настоящие, любить ее нельзя, она пропащая, а ты иди за мной, возьму кромешную, а ты люби меня, такую грешную. Пусть говорят, друзья, не настоящие, любить ее нельзя, она пропащая, а ты иди за мной, возьму кромешную, а ты люби меня, такую грешную. Тебе говорят, нельзя, значит нельзя. Нельзя, тебе говорят, беги, значит беги, беги. А если скажут целуй, значит целуй, целуй. А если скажут нельзя, значит какие друзья? Пусть говорят, друзья, не настоящие, любить ее нельзя, она пропащая, а ты иди за мной, возьму кромешную, а ты люби жену, такую грешную. Пусть говорят, друзья, не настоящие, любить ее нельзя, она пропащая, а ты иди за мной, возьму кромешную, а ты люби жену, такую грешную. Пусть говорят, друзья. Аплодисменты чужому мужу, настоящему человеку, возвращающему мобильные телефоны. Эта сумка на самом деле вашей жены. Чей телефон? Мужчина, это ваш. Это ваш. А почему аплодисменты стихли? Нет, нет, я вам. Это чей, девочки? Это ваш. Не звонили, не бойтесь. Ну, а где супруга? А сумка? Сумка потерялся. Даже жену не видит. Ребят, поцелуйтесь. Ну, поцелуйтесь, пожалуйста. А я смотрела на другую блондинку. Очень такая простая в общении, вот с людьми, вот с нами, со зрителями, как хорошо отрабатывает. Мне это очень все понравилось. Ты не кричала, когда она задала вопрос, что ты не стерва? Нет, не кричала. Значит, ты стерва. Наверное. И мы такие. Она относится к зрителям не так, как мы из далекой провинции. Бывают звезды там, это,
на сцене встану, так это типа, я к вам приехала и будьте счастливы. Она относится так легко, такое ощущение, что она твоя, ну, в лучшем случае старшая сестра, может даже младшая. Легко, весело. Главное, что с чувством, и звук живой, голоса четкие, а голос, ну, сказка. Я не ожидал, она очень веселая и менее вульгарная, чем это говорят на самом деле. Она, мне кажется, более женственная, более такая способная, добрая, добрее, чем как говорят по телевидению. Не ревновала, Надь? Нет, то, что мне очень нравится шоу, концерт, это нужно воспринимать нормально. Я думаю, что такое внимание, акцент, тем более, что Игорь как бы понял о том, что будет такое мероприятие только здесь, когда мы объявили ему о том, что Лолита обычно работает с первым рядом и обычно обращает внимание на мужчин. Но он так это воспринял настороженно, но думаю, что настроение после того, что здесь происходит, у Игоря поднялось. Ага, вы специально, наверное, купили на первый ряд. Да, действительно, мы специально купили билеты на первый ряд, чтобы все увидеть вот буквально в мельчайших подробностях, а то, что мы поучаствовали, это просто здорово. Первая часть концерта Лолиты позади, осталась вторая часть, и я надеюсь, что во второй части я также буду смеяться от души, плакать, переживать. Что-то плохо чувствие, какое-то предчувствие. На цветах искусственных вянут лепестки. Белыми ромашками комната украшена. В блюдце по-домашнему теплятся бычки. На каждом моя помада, так близко к сердцу не надо. Я и сама бы рада, но не могу слышать. Опять не вышло. В телефонном проводе твои толпятся доводы. Не дождавшись повода, ты поставил крест. Блюдце переполнено, и заходят новые, и едва знакомые, разницы уж нет. На каждом моя помада, так близко к сердцу не надо. Я и сама бы рада, но не могу слышать. На каждом моя помада, так близко к сердцу не надо. Я и сама бы рада, но не могу слышать. Опять не вышла. В зеркале знамение вянет отражение, сонные движения, глазки не блестят. Пепел, дым развеется, тело в ванной греется, а постель застелится, опустят как взгляд. Сотрется моя помада, так близко к сердцу не надо. Я и сама бы рада, но не могу слышать. Сотрется моя помада, так близко к сердцу не надо. Я и сама бы рада, но не могу слышать. Сотрется моя помада, так близко к сердцу не надо. Я и сама бы рада, но не могу слышать. Сотрется моя помада, так близко к сердцу не надо. Я и сама бы рада, но не могу слышать. Опять не вышла. Спасибо вам огромное. Спасибо тебе. Пока я не вытянулась. Меня зритель держит много лет. Я зрителю благодарна, это члены моей семьи. И я существую за счет обмена, как и другие артисты, которые себя отдают за счет обмена энергетикой со зрителем. Какое бы у меня ни было настроение, я не имею права выйти и показать на сцене. Чтобы у меня не болело, я не имею права на это. Это моя работа. Зритель заплатил за билет, и, извините, будьте добры. Что бы ни было, работайте честно.
Поэтому зритель, он всегда это оценивает. То есть он как бы оценивает отдачу. И за это он тебе одной, вот сейчас вот 700 было, да, представляете, мне 700 человек отдали часть себя. Значит, какая я счастливая. Я одна поработала вот так вот, да, а они мне все это вернули, я стала вдвое сильнее, спокойнее, там, не знаю, умиротвореннее, и они меня зарядили энергией. Поэтому отлично, вот меня радует моя жизнь в этом смысле, и рецепт хорошего настроения, его нет. Его нет ни у кого. У меня счастливая работа. Мне повезло. Вот за счет этого энергообмена. Люди, у которых работа другая, им иногда гораздо тяжелее справиться с собой. Но психологи говорят, что для любого настроения, налаживания любого настроения, нужно поднимать свою собственную самооценку. Опять-таки обращаюсь к разумным исключительно людям, да, которые в таком совершенстве не дойдут до, знаете, образа этих нарциссов. Я думаю, что здравому человеку не грозит, а когда ты себе говоришь, неважно, мужчина или женщина, что я умный, хороший, и от меня вот все сейчас распространяется тепло кругом, и меня все ждут, что я сейчас выйду на улицу, мне все будут улыбаться, не поверьте, все будут улыбаться. Даже от того, что у вас не публичная профессия. Просто вы будете вызывать, и вот эти улыбки вам отдадут, и вы постепенно втягиваетесь в общее хорошее настроение. А если уж настроение совсем плохое, то избавьте себя от раздражителей. Не выходите тогда на улицу, если не хотите. Не ходите к неудачникам, то есть к людям, которые, по вашему мнению, составляют круг неудавшихся, да, по бизнесу где-то людей. У них свои депрессии, не вешайте сейчас на себя. То есть как бы чужие проблемы вам сейчас не нужны. Соберитесь в кучку, а потом будете дальше помогать всем остальным. Сейчас сижу и думаю, Господи, мне 40, и это уже даже не температура. Боже мой, как щепет тушь, мужчина, подуйте, я не могу. Спасибо, спасибо вам. Стерла? Да? Еще немножко осталось? Это, спасибо. Спасибо вам большое. Знаете, честно говоря, без грима лучше. Без грима оно отношение, действительно, отношение сразу к тебе видно и проверяется. И, мужчины, хотела бы вам одну штуку подсказать. Женщины могут закрыть пока уши. Знаете, мужчины, если вы хотите доказать свою любовь женщине, то завтра утром, просыпаясь с любимой женщиной рядом, поверните к ее ненакрашенному лицу свое лицо и скажите ей: ты нужна мне любая. Поверьте, она сделает для вас все, даже пластическую операцию. Я взяла из прошлой жизни одну песню, которую когда-то пела в дуэте, и безумно ее люблю. Мне очень хочется, чтобы, если... И это тоже взяла, но это позже. Сейчас, если вы забыли эту песню, я вам напомню. Даже те, кто не знает, там уже кто-то в состоянии легкого возбуждения пребывает. Это хорошо, мне нравится. По крайней мере, разогреться можем на другой песне, у которой очень простой, фактически детский припев. Ту-ту-ту и на-на-на. С тобой, моя звезда, танцуем мы одни. Я трогаю тебя нежно. Искрятся иногда зеленые огни в глазах твоих больших, грешных. И поем вместе. То-то-то, на-на-на. Снова вместе, снова рядом. То-то-то, на-на-на. Музыка когда. То-то-то, на-на-на. Не грусти, прошу, не надо. То-то-то, на-на-на. Прошепчи мне, да. Наверное, я пришла из космоса к тебе. В той жизни я была колдунья. Хочу сгореть дотла
в неистовом огне твоих зеленых глаз. Молчу, мой, и все вместе. То-то-то, на-на-на, мы в Якутске снова рядом. То-то-то, на-на-на, музыка когда. То-то-то, на-на-на, ну не грусти, с двойными билетами не надо. Ту-ту-ту, на-на-на, прошепчи, да, с тобой, моя звезда, по Млечному пути мы вместе полетим. Ночью мы полетим туда, где можно до зари нам танцевать, как ты хочешь. И теперь очень громко. То-то-то, на-на-на, снова вместе, снова рядом. То-то-то, на-на-на, музыка когда. То-то-то, на-на-на, не грусти, прошу, не надо. То-то-то, на-на-на, прошепчи мне, да. То-то-то, снова вместе, снова рядом. То-то, на-на-на, музыка когда. То-то-то, на-на-на, не грусти, прошу, не надо. То-то-то, на-на-на, прошепчи мне, да. То-то-то, на-на-на. Любовь бывает сладкой и предрассветной зорькой, любовь бывает гадкой, любовь бывает горькой, короткой, словно спичка, и длинной, словно такса, красивой, как певичка, и черной, словно вакса. Какую ты хочешь, любовь, застигнутой ночью, какую ты хочешь, любовь. Какую ты хочешь картинку с витрины, скажи. На то, что ты хочешь, ты пальчиком мне покажи. Любовь бывает стервой, любовь бывает кроткой, кому она до неба, кому до подбородка, нелетной, как погода, и вечной, словно камень, любовью Квазимода, глотком воды в стакане. Какую ты хочешь, любовь, застигнутой ночью, какую ты хочешь, любовь. Какую ты хочешь картинку с витрины, скажи. На то, что ты хочешь, ты пальчиком мне покажи. Любовь бывает шоком, любовь бывает сдачей, как оголенный провод и пятой передачи. Ты, перебрав колоду от короля до свиты, расплатишься любовью за то, что карты биты. Какую ты хочешь, любовь, застигнутой ночью, какую ты хочешь, любовь. Какую ты хочешь картинку с витрины, скажи. На то, что ты хочешь, ты пальчиком мне покажи. Какую ты хочешь,
вашему таланту. Будьте счастливы, Толя. Анатолий. Знаете, благодарна Анатолию, который, в принципе, положил почин. Почин моим... Вообще всегда здорово, когда, знаете, зритель заплатил за билеты и еще потом работает. Я хотела бы попросить еще кого-нибудь из мужчин выйти ко мне на сцену. Вот мужчина, который стоит вот в интересном положении. Раз, два, три, в третьем ряду. Вот вы, идите ко мне. Боже мой, еще и с цветами. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо большое, очень приятно. Только не уходите. Как вас зовут? Андрей. Андрей, это мое любимое с детства имя, Андрей. Спасибо, честно. Я посмотрела, вы с супругой, да? Конечно. Конечно, конечно, конечно. Любой приличный Андрей должен быть с супругой. А дети есть? Конечно. А где здесь? А? Дети здесь? Не понял. Ребенок здесь с вами? Нет. На вечерние мероприятия не берем. Не берете. Ну, вы знаете, ничего плохого в этом нет. Вы знаете, я не знаю, пили ли вы когда-нибудь для жены. Работает? Раз. Работает, да? Плохо работает. Можно погромче микрофон? Раз, отлично. Вы знаете, Андрей, теперь это ваш микрофон. Берите. Вы знаете, я не спрашиваю вас, что вы подарили супруге на 8 марта. Но я хотела бы, чтобы вы сделали ей еще один отдельный подарок. Я хочу, чтобы вы спели вместе со мной посвященную вашей жене, ее подругам, всем присутствующим одну песню. Песню, которую я пела вместе со своей подругой Аленой Апиной в рождественских встречах Аллы Борисовны Пугачевой. Знаете, у Алены маленький ребенок, она не смогла приехать. Но я подумала, ну кто лучше мужчины? Кто, как не мужчина, заменит Алену Апину в этой песне? Специально Поэтому... плохой микрофон дали. Да что вы, хороший, дорогой. Нет, вы так, главное, ничего не трогайте, там лампочка горит. Вы, главное, его ближе подносите. Ладно, хорошо. Ближе к себе, еще ближе. Да, и мы с вами порепетируем. Я даже, видите, это не просто, да, это здесь текст. Показываю всем, я даже специально текст приготовила с песней о женской дружбе. Вот это припев. Даже если вы песню не знаете, мы сейчас выучим это все здорово, быстро получается. Хорошо? Ребят, поможете нам, а вы сразу текст. Пусть говорят, что дружбы женской не бывает. Пускай болтают, но я-то знаю, что мы с тобою ни на что не променяем сердечной дружбы, подаренной судьбой. Браво, посмотрите, какие овации. Это ваш генеральный. Спасибо вам за зама. Хорошего зама вырастили. Спасибо. Я надеюсь, его после этого ждет повышение. Спасибо большое. Еще раз аплодисменты замечательному начальнику с чувством юмора и его заму. Может быть, есть еще чей-то муж. Кто... Идите. Вот еще мужчина, который рискнул своим здоровьем. А вы работаете или учитесь? Работаю. Кем? Я врач. Врач? Кого лечим? Людей. Ну, понятно, а специальность какая? Специализация? Хирургия. Хирургия. Слава богу, не патологоанатом. Не бойтесь, Саша, я и не такое держала. Ты проводи меня до двери, ведь геи повсюду звери. И я возьму заточку, закройся на цепочку, я никому давно не верю. Лишь только ты моя опора, надежные двери и забора. Ты можешь прыгнуть с моста и не покинешь поста, но очень нормального роста. Сашенька маленький, ну не будь таким угрюмым. Подрасти твои попытки все равны нулю. Хирург ты мой маленький, все равно ведь медсестра не бросит, потому что мало хороших хирургов, она вас очень люблю. Извините, Саша, но вам надо перевернуться на живот. А
мы с тобой вдвоем запремся и чая крепкого напьемся. И ты, конечно, пушку положишь под подушку и, может, даже улыбнешься. А звезды с неба светят вяло. Ты смотришь на меня, устала. Возьму тебя на ручки, сниму рубашку, брючки и положу под одеяло. Лежит еще недолго, маленький, маленький, но не будь таким угрюмым. Подрасти твои попытки, все равны нулю. Маленький, маленький. Честно, вот такого и я бы не бросила, потому что он такой хороший. Я его люблю. Вот как знать, может быть, у меня на коленях лежит будущее Якутска. Может быть, это будущее светило хирургии, будущий главврач из отделений. И вы знаете, я думаю, этот день надо запомнить, потому что сейчас будущий главврач дарит всем женщинам, не дай бог пациенткам, просто женщинам, настоящий мужской стриптиз. Вы давали клятву, врачи людей не обманывают. Поехали, стриптиз. Снимаем майку, конечно. Маленький. Вы видели, как это делает муж Наташи Королевой? Медленно и аккуратно. Твои попытки все равны нулю. Снимайте, маленький, маленький, ну не будь таким угрюмым. Подрасти твои попытки все равны нулю. А теперь бедрами, маленький, маленький. Вот честно, я бы честно не бросил. Но вы знаете, сейчас никаких не бросают. И женщины всех люблю. Идемте, маленький, маленький, ну не будь таким угрюмым. Подрасти твои попытки все равны нулю. Ну, одевайтесь, маленький. А то ведь девушка действительно может бросить. Всякое бывало. Задом наперед. Маленький. Это к порке. Вы знаете, что вы задом наперед одели? Идите домой, мой маленький, а то меня убьют. Александр, одевший задом наперед свою майку. Переодеваемся. Нет, так и было. Аплодисменты Александру. Я вообще никогда не была феминисткой. И, в принципе, феминизм – это такое течение, мне оно не нравится. Я не представляю, что такое жизнь без мужчины, и вообще, как нормальная женщина может жить без мужчины. Это неправильно. Со всех точек зрения. С точки зрения физиологии, эмоциональной. Поэтому не была, не буду. Я просто призываю к единственному, чтобы мужчины, называя нас сильными, становились сами сильными. И дали нам возможность немножко расслабиться и проявить ту самую слабость, о которой мы все мечтаем. Для этого они должны совершать поступки. А иногда, совершая поступки на работе, совершенствуясь и делая свою карьеру, они приходят домой и становятся маленькими детьми, ища в нас поддержку в виде матери. Но у них уже был период детства, у них уже были мамы, поэтому мы хотим быть матерями для своих детей. А для мужчины быть очень сложно. Поэтому очень хочется, чтобы они нас в этом смысле пожалели, и были стопроцентными мужиками, то есть отцами нам. Нас это больше устроит. А уж мамами мы всегда действительно, у нас есть 100 вариантов быть мамой в эту жизнь. Поэтому я призываю к одному. Мужик должен быть мужиком, совершать поступки. Он должен делать все, что угодно. Вот сегодня вот на сцену выходили мужчины, они настоящие. Они ради женщины могут казаться смешными, при том, что видели люди, да, кто ведь заранее не договаривался ни с кем. Люди занимают разные должности, разные профессии, рабочие начальники, да, но эти люди, эти мужики способны на поступок. Они не боятся быть смешными ради тех любимых женщин, которые сидят и на них смотрят в зале. Они доставляют им удовольствие. Это не мне удовольствие, а им. Все они делают ради одной женщины, которая в этом зале. Поэтому вот я вот таких мужиков уважаю больше всего. От них, знаете, не пахнет агрессией. Человек, который может так раскрепоститься, он не будет дома пить из жены кровь, из любимой девушки. Вот, понимаете, вот и такие примеры на концертах, как я еще раз скажу, как сеанс психотерапии, они помогают другим раскрепощаться. Они со стороны смотрят, люди говорят, а я что же так могу? А что же нет? А почему мне не повеселиться? Почему мне не повеселить компанию? Почему мне не отдохнуть? Почему не расслабиться? И человек
опять-таки, в быту становится раскрепощенным и делает жизнь близких людей сносной, абсолютно комфортной, психологически. Вы неплохой психолог. Вот вы говорите, мужчин любите, а вы сами собираетесь выйти замуж в ближайшее время, может быть? Планируете вообще? Ну, я честно скажу, не за кого. Я бы, может, и спланировала. Но, понимаете, опять-таки, как психолог, могу сказать, как человек, который периодически практикует, опять-таки, совершенно бесплатно, но только потому, что назвалась психологом и полезла вот как бы в эту бочку, и подходят люди, которые... Я всегда знаю, как надо. Я не могу себе помочь сама. Это как гадалки, знаете, они говорят, я могу всем вот посмотреть ситуацию, а себе я не вижу. Так вот, я вот как в этом смысле, как психолог, могу помочь снять стресс, могу объяснить ту или иную причину, там, следственные связи. С собой очень сложно, потому что, с одной стороны, мозги не отключаются, и каждый объект я уже рассматриваю с точки зрения предыдущего опыта. Это все накопительная информация до тех пор, пока ты не натыкаешься на абсолютное ничто в моральном смысле слова, вот внешнем. Но бьет из человека такая энергетика, которая тебя захватывает, и ты опять попал в все те же ловушки. С одной стороны, твои мозги взрослые уже понимают, что это тебе совершенно не нужно. С другой стороны, ты уже умудряешься все равно подставить сердце, чтобы из него немножко выпили крови. Потом опять закрываешься, опять восстанавливаешься. Поэтому у меня сейчас такой период, знаете, когда я отхожу от, скажем, неудачного романа, который так и не привел к замужеству, ну, ввиду того, что я человек взрослый, и я абсолютно точно даю себе отчет, что муж ради мужа, вот это, вот как бы этого слова, да, мне не нужен. А я начинаю петь. Поехали. Там кто? Женя. Женя? Женя? Женя, она на концерте ведет себя хорошо. Вам слышно? Снилось мне, неожиданно выпал снег. В мире наступили тишина и свет. Жалко, в этом не видите, Женя. Свет и тишина, покой и белый снег. Жаль, но это только снилось мне. Вам любви и счастья. Снилось мне, Валентин, по притихшему городу. Да, Валентин, проплывает медленное облако. Она здесь, у нее очень красивые глаза. Облако покоя, Алена, в светлом городе. Жаль, но это только снилось мне. Сейчас. И теперь наяву я живу и не живу. Сохранить, пытаясь чистоту, но приходит за мной сумасшедший день земной, и меня уводит за собой. Снилось мне, что впервые за много лет, вы меня слышите? С вашими все в порядке. Счастье почему-то улыбнулось всем. Призрачное счастье в суматохе дней, Андрей, жаль, но это только снилось мне. Снилось мне, что печали кончаются. Александр, люди все в Якутске повстречаются. Ваня, встретятся, сидят и улыбаются. Нет, все это не приснилось мне.
не жаль, Миша, что это не приснилось мне. Мне не жаль.